Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня в программе. 7 лет назад боевые действия в зоне грузино-осетинского конфликта переросли в пятидневную войну между Россией и Грузией. Предвыборный бенефис миллиардера Дональда Трампа. В США состоялись первые теледебаты консервативных кандидатов в президенты. И в Екатеринбурге разгорается международный скандал вокруг самой древней в мире деревянной скульптуры. Но начинаем мы по традиции с новостей из Праги. Катерина? Спасибо, Игорь. Все самые важные события дня в программе «Настоящее время» из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Начнем с самой обсуждаемой темы последних дней. Решение правительства России уничтожать санкционную еду вызвало волну негодования в обществе. Все больше людей называют действия властей ошибочными. Впрочем, у продовольственного эмбарго, введенного Россией, есть и свои сторонники. Кому выгодно уничтожение запрещенки, разбиралась Беата Бабинец. Вот это магаданская креветка идет, и та наша. Продавец Даниловского рынка Виталий с гордостью нахваливает свой товар. Креветки, мидии, осетр русский. Ассортимент морепродуктов из России и Китая не так велик, зато не подпадает под запрет о ввозе продукции из стран, поддержавших экономические санкции против России в августе прошлого года. Последствиями введенных антисанкций стали уменьшение продовольственного ассортимента и увеличение цен в среднем на 18-20%. Однако сторонники запрета импорта акцентировали внимание граждан на возможности поддержать отечественного производителя. У нас никогда не было промышленного мяса импортного, оно здесь не нужно, у нас всегда было домашнее мясо. У нас никогда не было импортной молочки и кисломолочных продуктов, у нас всегда была домашняя молочка. Поэтому у нас с этим проблем нет, мы скорее выиграли. Проиграли больше от продовольственного эмбарго те, кто привык к продуктам европейских производителей. Вот уже год вместо своего любимого французского бри Татьяне приходится брать сыр домашний. Сыр бри я обожала, я привыкла к нему. А так как заменить его практически нечем, я пробовала наши заменители, продают в Беларуси, было как-то я брала, меня это не устроило. Французский сыр, испанский хамон и другие европейские продукты при желании можно найти на прилавках магазинов премиум-класса. Ведь по закону санкционные продукты запрещено только ввозить, а о запрете продажи речи не было. И на данный момент есть самый большой существенный пробел в законодательстве. Получается следующее, что возить данную продукцию на территорию Российской Федерации нельзя, но по сути продавать можно. В постановлении правительства Российской Федерации нет ни одной строчки, запрещающей продажу такой продукции. 6 августа вступил в силу указ Путина об уничтожении продуктов, ввезенных в Россию вопреки эмбарго. Показательную акцию устроили в Белгородской области, где 45-тонным бульдозером раздавили более 9 тонн санкционного сыра, а затем сгребли в яму и закопали. Это недопустимо создавать такую ситуацию, когда голодные люди будут смотреть, как уничтожается свежий продукт, понимаете? Но это аморально, цинично. Ольга Савельева – автор петиции за отмену указа президента об уничтожении еды. Она предложила отдавать запрещенную продукцию нуждающимся. В интернете ее инициативу поддержали уже около 300 тысяч человек. Как только наберется 500 000 подписей, Ольга планирует отправить распечатку петиции президенту России Владимиру Путину. Беата Бабинец, Москва, для «Настоящего времени». В Баку состоялось судебное заседание по делу известной азербайджанской журналистки Хадиджи Исмайловой. Суд принял решение о принудительном приводе Турала Мустафаева, который проходит по делу потерпевшим. Именно на основе его показаний Исмайлова была обвинена в доведении до самоубийства. Позже Мустафаев заявил, что показания давал под давлением полиции. Поддержать журналистку к зданию суда пришли десятки правозащитников и активистов. Однако внутрь большинство из них не пустили. В зал не смогла попасть и мать подсудимой. Напомню, Исмайловой предъявлены обвинения в клевете, уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении служебным положением. Правозащитники и соратники журналистки считают обвинения политически мотивированными. В Запорожье похоронили 60 неизвестных воинов, павших в прошлом году в боях в Иловайском котле и на Саур-могиле. На протяжении года велся поиск родственников погибших солдат. Многих найти так и не удалось. Тему продолжат мои коллеги. В Украине прошли похороны солдат, погибших в 2014 и 2015 годах во время конфликта на востоке страны. Они воевали в Иловайске, в боях за Донецкий аэропорт и Дебальцево. Тела погибших разыскали волонтеры. Сегодня у нас відбувається
Сегодня у нас грустное событие. 57 человек мы предали земле. Пусть земля им будет пухом. Вместо имени солдат на крестах только порядковый номер. Личности погибших пока не установлены. Неизвестно даже, к какому именно подразделению относились бойцы и откуда они родом. Среди провожающих в последний путь жители Запорожья. Именно возле этого города хоронили погибших. Горе не может быть чье-то. Это общее. Расскажите, а кому вы цветы принесли? Вы знаете, кого? Нет, я, миленькая, не знаю. Провела сердце мое. Это наши дети, наши внуки. Один из бойцов батальона «Донбасс» после выхода из Иловайска до сих пор не нашел 4 товарищей. Он считает, что вернуть тела погибших необходимо семьям как своих товарищей, так и противников. Любые погибшие должны быть похоронены. Их не должны таскать собаки по полям. На этом же кладбище осенью похоронили 54 неизвестных солдата. Личности 20 из них удалось установить благодаря анализам ДНК. Весь процесс занимает много времени, потому что для идентификации нужны анализы предполагаемых родственников. Пока личности погибших не установлены, на могилках остаются порядковые номера, а солдаты считаются без вести пропавшими. 8 августа 2008 года боевые действия в зоне грузино-осетинского конфликта переросли в войну между Россией и Грузией. О причинах и последствиях пятидневного конфликта наш корреспондент Зураб Двали. Жители прифронтового города Гори, Гога-Апцеури, показывают то место, где кассетная бомба, сброшенная российским военным самолетом, унесла жизнь сотрудника голландского телевидения Стана Сторимас. Факты были такие, что до операции грузинских военных там военные, так сказать, события уже были в разгаре, так можно сказать. И каждым днем грузинская полиция и население Грузии теряло своих людей. То, что в Грузии война неминуема, заговорили эксперты еще в феврале 2008 года. Именно тогда Владимир Путин заявил, что у него в ответ есть свои домашние заготовки. Глава МИД страны Сергей Лавров озвучил их. Рассмотреть вопрос о целесообразности признания Абхазии и Южной Осетии. Заверяю вас, что оно будет рассмотрено с учетом всех факторов и самым внимательным образом. Как поняли, уже в июле российские военные завершают восстановление абхазского участка железной дороги. И в Абхазию начинают срочно перебрасываться эшелоны с военной техникой и личным составом. В начале августа регулярные части Минобороны России выдвинулись в Цхинвальском направлении через Рокский тоннель. Все это происходит на фоне регулярных обстрелов сепаратистами грузинских сел. Москва и Цхинвали на переговоры не идут. 7 августа президент Михаил Саакашвили отдает приказ начать войсковую операцию. Война продлится 5 дней, пока не вмешается мировое сообщество. В итоге Россия отвела войска, но проблем у Тбилиси не стало меньше. До трассы Западной и Восточной Грузии осталось 450 метров. Зона покрытия автомата Калашникова. Реально, если кто-то будет стрелять, и дорога между Западной и Восточной Грузией будет остановлена. Ситуация в конфликтном регионе на сегодняшний день уже близка к гуманитарной катастрофе. Десятки тысяч грузинских беженцев, оставшихся без крова, и сотни мирных граждан, которых каждый день лишают земли. Последствия вооруженного конфликта 2008 года и сегодня дают о себе знать. За этими оградительными конструкциями, возведенными российскими военными, оказались многочисленные пастбища и сельскохозяйственные угодья местных грузинских крестьян. Оставшиеся за оградой сады и виноградники приходят в запустение. Там за ними просто некому ухаживать. И это тоже последствия войны. Зураб Двали, Гога Чконя и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Далее у нас эфир из США. Игорь, вам слово. Спасибо, Катя. Среди западных аналитиков существует мнение, что последствия войны с Россией были бы для Грузии еще печальнее, если бы тогда не имела места некоторая дезорганизация в российской армии. Окажись действия России настолько же оперативными, какими они были во время аннексии Крыма в Украине, Тбилиси тоже мог бы быть оккупирован российскими войсками. В свете сегодняшних событий важными становятся дальнейшие международные перспективы всех вовлеченных сторон. В первую очередь Грузии. Об этом в материале моего коллеги Вадима Оленичева. Хотя на Западе ситуацию в Грузии называют замороженным конфликтом, власти России, безусловно, смогли обернуть его в свою пользу. В результате скоротечной войны Москва расширила подконтрольные ей территории и увеличила свое военное присутствие в Абхазии, Южной Осетии и Армении.
При этом международные инспекторы ЕС в регионы, которых Грузия лишилась, не допускаются. Выражаясь сегодняшним языком, это настоящий замороженный конфликт. И Россия заинтересована в том, чтобы он так и оставался, наподобие конфликтов в Приднестровье или Украине. Это означает, что российские власти не собираются брать на себя ответственность за него. Грузия остается в подвешенном состоянии, а Запад со своей стороны не может решить, что со всем этим делать. Тем временем президент Путин хочет продемонстрировать, что Южная Осетия и Абхазия — это сфера его интересов, и что ЕС и НАТО следует держаться от этого региона подальше. Чтобы не повторить с Украиной ошибок, сделанных в ходе и после российско-грузинской войны, западные державы предостерегли Киев от активного военного противостояния действиям России в Крыму. Однако часть политологов убеждена, что именно нерешительность Запада привела к тому, что при непосредственном участии Кремля начался новый военный конфликт в Донбассе. И все же, говорят западные эксперты, проблемы Грузии и Украины различны. Если Украине предстоит определиться с тем, останется ли она единой и окажется ли в составе Европы, то для Грузии неверный выбор внешнеполитического курса может угрожать самому дальнейшему существованию грузинского государства. Наверное, поэтому для грузинских лидеров так остро стоит вопрос о вступлении в Североатлантический альянс. Конечно, Грузии не помешало бы членство в НАТО, но вряд ли этого стоит ожидать. Россия может воспринять такой шаг крайне негативно, что может привести даже к новому российскому вторжению. Поэтому я не думаю, что НАТО согласится принять Грузию в свой состав. Альянс сейчас не заинтересован в расширении своих обязательств, так как у него хватает хлопот с уже существующими. Честно говоря, в ближайшем будущем у Грузии практически нет шансов присоединиться к НАТО. Сейчас, 7 лет спустя, у Запада по-прежнему отсутствует единая четкая позиция по развитию событий в Закавказье. Нежелание западных держав увязнуть в междоусобных конфликтах создает в этом регионе перманентный политический вакуум, и Москва продолжает использовать его для своей выгоды. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Американские СМИ передают, что базирующиеся в России хакеры проникли в систему электронной переписки Объединенного комитета начальников штабов Пентагона. Телеканал NBC, ссылаясь на анонимные источники в Минобороны, сообщает, что секретная информация в результате нападения не пропала и не оказалась под угрозой, но Пентагон отключил систему электронной почты на время расследования. И в сирийской провинции Хомс боевики террористической группировки «Исламское государство» взяли в заложники около 230 человек, в том числе 60 христиан. Об этом в пятницу сообщил телеканал «Аль-Арабия». По его информации, среди заложников большое число женщин и детей. Захват произошел в небольшом городке Эль-Карьятейн, куда террористы вошли минувшей ночью. Между тем, с момента нанесения американскими бомбардировщиками первых авиаударов по позициям боевиков Исламского государства в Ираке прошел почти год. С тех пор террористам был причинен серьезный ущерб. Однако лидеры ИГИЛ пока не думают отступать. Общественность не понимает, кто же побеждает в этой борьбе. О динамике противостояния Запада и его союзников с самой жестокой террористической группировкой в сюжете Джеффа Селдина и Дарьи Кутковой. Это было почти год назад. Пострадали наши семьи, наши дети и наши женщины. Они голодают. Просьбы о помощи и захват иракских территорий боевиками ИГИЛ заставили президента Обаму ответить. Я отдал приказ нанести точечные удары против боевиков Исламского государства. С августа 2014 года по позициям боевиков в Ираке и Сирии было нанесено почти 6 тысяч ударов, поражено почти 9 тысяч целей. На местах США помогали курды и иракские военные, обученные американцами. Однако одержать победу не удалось. Покинув Ирак, боевики захватили другие территории. По данным американских властей, в результате авиаударов были убиты около 15 тысяч террористов. Однако число тех, кто готов сражаться за ИГИЛ, постоянно растет за счет притока иностранцев. Пока мне кажется, что побеждает Исламское государство. У него мощная пропаганда, в которой уделяется большое внимание победам, а поражения сводятся к минимуму. Однако пропаганда чрезмерного насилия боевиками может обернуться против них. Картины со сценами насилия непродуктивны для группировки, поскольку могут повлиять на решительность новичков и потенциальных рекрутов. Прошел год с тех пор, как по позициям ИГИЛ были нанесены первые удары, однако у США и союзников могут уйти еще годы, прежде чем боевики будут побеждены. Накануне вечером в Кливленде, штат Огайо, прошли первые дебаты кандидатов в президенты от республиканской партии.
Из-за непривычно большого числа участников гонки и республиканцев, их сейчас 17 человек, телеканал Fox разделил их на две группы. 10 лидеров по соцопросам выступили в прайм-тайм, остальные при почти пустом зале несколькими часами ранее. Главное внимание было приковано к тому, как поведет себя Дональд Трамп, одиозный миллиардер, буквально перевернувший с ног на голову привычный ход предвыборной кампании. Говорили в основном о внутренней политике, но не обошли стороной и Россию, Украину и Иран. За обеими частями дебатов наблюдал мой коллега, журналист русской службы «Голоса Америки» Роман Мамонов, который любезно согласился сегодня прийти к нам в студию. Роман, что было самым знаменательным в этих дебатах, на твой взгляд? Знаешь, насколько неинтересна, Игорь, была первая часть дебатов с аутсайдерами гонки, настолько вечерний прайм-тайм был увлекательным и, я бы сказал, зажигательным. Я, конечно, не социолог, но мне кажется, Дональд Трамп заработал минувшим вечером немало очков. Он с первого момента захватил инициативу, отказавшись дать обещание не атаковать победителей праймерис и не участвовать в выборах в качестве независимого кандидата. Трамп вообще этой ночью зажигал. Называл вашингтонских политиков глупыми, некомпетентными и был весьма груб с конкурентами. Дебаты, как я уже сказал, были жаркими. Рэнд Пол умудрился переругаться с Крисом Кристи и, опять же, Трампом. Зато на этом фоне Джеб Буш выглядел таким спокойным, взвешенным и пытался дистанцироваться от семейного багажа и репутации, например, заявив, что он бы не начал войну в Ираке. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь о яркости некоторых кандидатов, да, Трамп зажигал. А на твой взгляд, были ли какие-то кандидаты, которые разочаровали своего избирателя? Ну, Бен Карсон, который вообще был не зажигательным и выглядел растерянным. А Рэнд Пол, ты знаешь, такое было ощущение, что он вообще не подготовился. Ага. Скажи, пожалуйста, вот я, насколько понимаю, ты центрист, да, или более-менее кренишься в сторону демократической партии в твоих политических убеждениях, откроем небольшую тайну нашим телезрителям. Вот если бы у тебя не было возможности выбирать из демократических кандидатов, да, на следующих выборах, за кого бы из вышеупомянутых 17 к республиканских кандидатов ты проголосовал? Выбор нечестный. В бюллетене есть графа против всех? Есть, однако, тем не менее. Я пока воздержусь, я подожду других дебатов, чтобы понять, какие позиции у этих кандидатов. Ага, а что же говорили о России? На удивление, несмотря на охлаждение отношений между нашими странами, времени вопросу отношений Москвы и Вашингтона было уделено немного. С другой стороны, это первые дебаты. Первый вопрос о России был к Дональду Трампу. Его спросили, если бы он был президентом, как бы он отреагировал на поездку в Москву иранского генерала, которого подозревают в причастности к смерти сотен американских солдат в Ираке и Афганистане. Трамп от прямого ответа на вопрос ушел, но воспользовался шансом назвать президента некомпетентным. Затем про Россию говорил Тед Круз, который обвинил Москву, а также Пекин в ведении кибервойны против США и заявил, что провальная политика Обамы и Клинтона приведет к катастрофе. Ну и, наконец, губернатор Висконсина Скотт Уокер, отвечая на вопрос, как бы он, будучи президентом, ответил на дестабилизацию Владимиром Путиным ситуацию в Восточной Европе, заявил, что США должны послать оружие Украине, отправить войска НАТО на восточные рубежи Альянса, читай на границу России. И, наконец, Уокер обещает американские ракеты системы ПРО в Польше и Чехии. Кстати, о Карсоне, мною упомянутом. Он тоже вспомнил об Украине, назвав ее примером того, как Америка не выполняет свои обещания перед друзьями, имея в виду Будапештский меморандум. И еще раз, Игорь, повторюсь, что это были первые дебаты, такой пробный шар. Кандидаты проверяют, у кого какие позиции, корректируют свои стратегии. Следующие дебаты 17-16 сентября. И наверняка будет больше вопросов о внешней политике. Конгресс к тому моменту должен проголосовать по иранской сделке. Спасибо за твой анализ, Роман. У нас в гостях был мой коллега, журналист русской службы «Голос Америки» Роман Мамонов. И у наших коллег в Праге другие темы. Катя, пожалуйста. Спасибо, Игорь. Культурный распил. В Екатеринбурге разгорается международный скандал вокруг самой древней в мире деревянной скульптуры – шигирского идола. Год назад немецкие ученые по приглашению российской стороны взяли ряд образцов из тела истукана, чтобы определить его точный возраст. Но теперь дружбе конец. Первый результат исследований – уголовное дело об уроне, нанесенном культурному наследию. Тему продолжит Екатерина Пономарева. Еще год назад эти манипуляции со знаменитым шигирским идолом ни у российских ученых, ни у оперативников не вызывали вопросов. Заграничных специалистов тогда позвали уральские чиновники от культуры, чтобы определить точный возраст шигирского идола.
Сперва мы посчитали кольца, а потом изъяли из центра идола образцы. Это небольшие кусочки древесины. Но они позволят сделать надежный радиоуглеродный анализ. Результаты будут привязаны к общей климатической карте изменений за последние 10 тысяч лет. И вот именно сейчас, когда дело сделано, не кто-нибудь, а сам замминистра культуры России пишет заявление в Следственный комитет, где жалуются, что шигирскому идолу нанесен непоправимый урон. Оперативники заводят уголовное дело по статье «Повреждение объектов культурного наследия». Но, очевидно, понимая, что дело грозит мировым скандалом, пока без фигурантов. В материалах дела значатся неизвестные лица, которые распилили вот этот 10-й фрагмент идола. Одна из трещинок на вековом дереве, уверяют оперативники, на сотни тысяч лет моложе остальных. Согласно поступившему заявлению и материалам дела, музейный экспонат, имеющий культурную ценность, состоит из 10 отдельных фрагментов. При этом нижний фрагмент оказался распилен на 2 части и тем самым поврежден. Впрочем, возраст идола один раз уже определяли в 1997 году в Петербурге. Результаты стали сенсацией. Оказалось, что идолу около 9,5 тысяч лет. Он старше египетских пирамид и цивилизации майя. А значит, на Урале жили племена с еще более древней историей. Божество, вырезанное из лиственницы, отрыли на Урале в 1890-м. Его случайно нашли в торфянике золотоискатели. Деревянная находка оказалась дороже золота. С тех пор ученые спорят о возрасте идола. У первого анализа высока погрешность. Плюс-минус пару сотен лет. Немецкие специалисты обещали раскрыть тайну шигирского идола с точностью едва ли не до года, чтобы мировое ученое сообщество признало таки уральский деревянный идол самым древним в мире официально. Научно-исследовательские работы в отношении большого шигирского идола проводятся в точном соответствии с федеральным законом о музеях и музейной деятельности Российской Федерации. Вопрос, почему уголовное дело завели именно сейчас, следователи, ученые и чиновники оставляют без ответа. Тем временем, пока идет следствие, грозящее перерасти в мировой скандал, немецкие ученые заканчивают работы. Год рождения шигирского идола они должны озвучить в конце августа, и тогда станет ясно, стоил ли анализ таких потерь. Впрочем, шигирскому идолу не привыкать. Во время Второй мировой бесследно пропало 2 метра его тела. Выходит, что за 1000 лет спячки в торфе деревянное божество пострадало куда меньше, чем за 1,5 века в окружении людей. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Маленьким Парижем называют в Молдове село Каржеуц на севере страны. Почему, разбирался мой коллега Александр Силич. Бонжур. Вот так по-французски прямо с телеги приветствуют оператор иностранного телевидения жителей деревни, которая еще совсем недавно считалась молдавской Тьму-Тараканью, в которой почти все повально поддерживают партию коммунистов. Теперь коммунизмом тут и не пахнет, а пахнет блюдами французской кухни. Фуагра с соусом из груш, там лягушачьи эти лапочки. Построили эту красавицу, местную молдавскую Тур-Эфель, местные же умельцы, простые крестьяне, на радость гостям и всем соседям. И немножко, как говорится, прет гордость от этого нашего ресторана. Прет гордость за свою деревню и у ее руководителя, или, как здесь говорят, примаря, чей кабинет скорее напоминает офис бизнесмена или президента, чем председателя колхоза, как это было раньше. Одни там ребята нелегально через какие-то товарники на этих углях, так попало пару человек. Первый раз именно попали во Францию. И началось там брат, друга, там, родственника, одного, другого, и вот пошло-поехало. Пошло-поехало все в этом селе на лад, особенно после того, как почти все эмигрировавшие а-ля Франс гуськом потянулись назад, домой в Молдову. Кто-то на время, кто-то навсегда. Лично для меня Франция остается только место, где можно зарабатывать деньги. Еще одна фишка села Каржеуц – возможность без всяких пересадок и аэропортовских чекинов добраться с полей молдавских прямо до полей елисейских. И всего за 90 евро. Видимо, для местных жителей это не просто автобус, это посланец Родины, частичка родной деревни, у которой связи с французской столицей такие крепкие. Александр Силич, «Настоящее время», Молдова. Время передавать слово коллегам в Вашингтоне. Игорь, эфир ваш. Спасибо, Катерина. И у нас космические новости.
НАСА сообщила о продлении контракта с Роскосмосом на доставку астронавтов на Международную космическую станцию. В соответствии с новым контрактом США будут и дальше полагаться на Россию в деле отправки астронавтов на орбитальную лабораторию, несмотря на то, что отношения между двумя странами ухудшились до уровня невиданного со времен Холодной войны. Контракт будет действовать до 2019 года. И на днях один из пользователей Твиттера написал в своем микроблоге, цитата, «Практически неправдоподобный таймлапс от НАСА темной стороны Луны, пролетающей мимо Земли. Американская изобретательность в действии», восклицательный знак, конец цитаты. Этот твит и прикрепленное к нему видео, скорее всего, так и остались бы незамеченными любителями исследований космоса, если бы их автором не был Барак Обама. Так президент США прокомментировал видео НАСА, смонтированное из фотографий обхода Луны вокруг нашей планеты по освещенной Солнцем стороне. Снимки были сделаны с расстояния 1 600 000 километров от Земли. Тем временем в Нью-Йорке состоялся благотворительный показ кошачьих мод. Это было серьезное, временами шутливое и в то же время несколько печальное мероприятие. Деньги собирали на благие цели, на приюты для бездомных животных города. Но сами коты относились к своим красочным костюмам без особого энтузиазма. Наш корреспондент Виктория Купчинецкая пыталась выяснить, правда ли, что не одежда красит кота, а кот одежду. Старинная нью-йоркская гостиница «Алгонквин» имеет свои традиции. Одна из самых устойчивых – вечеринка в честь дня рождения кошки, которая здесь проживает. Ее зовут Матильда III. Для нее фуршет, показ мод и сбор благотворительных средств. Средства передают организации, которые занимаются приютами для бездомных животных в Нью-Йорке – Mayor's Alliance. Каждый третий гость нашей гостиницы просит посмотреть на нашу кошку. Матильду очень любят. У нее в Фейсбуке 20 000 друзей. В 1920 году менеджер гостиницы подобрал на улице бездомного кота, и кот прижился. С тех пор здесь всегда живет спасенный с улицы кот. Что касается сегодняшней постоялицы, Матильды номер 3, на нее праздник произвел не самое лучшее впечатление. К гостям она вышла на минуту, была раздражена и скоро пропала. Отдуваться за Матильду пришлось другим котам. Люди нарядили их в костюмы работников служб оперативного реагирования. Выглядели коты вялыми и безразличными, как будто подверглись наркотическому воздействию. Ну, дома-то они ходят без одежды, конечно. Их только сейчас нарядили по такому особому случаю. Это для полезного дела. Собираем деньги для бездомных животных. Для Эйды Ниевес это шоу далеко не первое. Она и раньше создавала туалеты для животных, кошек, собак, однажды даже для крыс. Но здесь этот последний ее опыт был бы не актуален. А этого кота зовут Майло. Он сегодня в костюме спасателя городских собак. А этого кота зовут Зевс. Сегодня он одет в костюм нью-йоркского пожарного. На шоу представлены сотрудники и других служб. Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, городской полиции, главный санитарный врач. Последний выглядит так, будто ему самому нужен лекарь. А этому коту показ мод не впервой. Сегодня он одет в костюм сотрудника Красного Креста. Его хозяйка вообще часто одевает его в разные костюмы. У него даже есть собственная страница в Инстаграм. У него там 14 000 друзей. Посмотреть на котов в полицейской форме пришли и сами полицейские, которые спасают бездомных котов. Им вручали грамоты за храбрость и гуманизм. Этот офицер полиции на Брайтон-Бич спас котенка из-под колес грузовика. В нью-йоркской полиции есть специальное подразделение по спасению животных, а за насилие над ними можно получить до 2 лет тюрьмы. Животные беззащитные, наша обязанность их защищать. На вечере было собрано более $4,5 тысяч для кошачьих и собачьих приютов. А во время показа кошачьих мод под столом тихонько сидел представитель другого вида домашних животных. Видимо, в ужасе ждал своей очереди. Виктория Купчинецкая, Сергей Гусев. Специально для настоящего времени из Нью-Йорка. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Не пропустите программу «Настоящее время. Итоги». В нашем субботнем выпуске смотрите: «Всем миром против ИГИЛ. Кто попадает под горячую руку?», годовщина грузино-российской войны. Какие уроки извлечены? И пламя продуктового эмбарго в России. Все это в программе «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время». Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.